Построили дом, но жить в нем нельзя. Собственники участков в садовом товариществе Тукаевского района не могут зарегистрировать свое жилье. Все из-за скотомогильника с очагом сибирской язвы, якобы найденного на территории поселения. Если опасения подтвердятся, в радиусе километра от точки захоронения не должно быть жилых домов. Мы вообще в подвешенном состоянии находимся. Не достроить дома, не их зарегистрировать. С такой проблемой столкнулись жители садового товарищества «Сонар». Всему виной, по их словам, обнаруженный здесь скотомогильник. Почему вы не можете зарегистрировать? Ну, потому что вот метка скотомогильника у нас тут обнаружилась. Люди здесь вложили все деньги свои. Все в городе продали, сюда переехали, пенсионеры, многодетные, ну все. Товарищество появилось в 2011-м. Тогда же территория проверялась на отсутствие захоронений животных и на пригодность земли к строительству, говорит председатель. На руках у жильцов документы с тех времен, подтверждающие, скотомогильника здесь нет. Есть санитарно-эпидемиологическое заключение, то есть что его здесь нет. Есть предварительное заключение Министерства экологии и природных ресурсов. В 2014-м исполком сельского поселения поднял вопрос о наличии скотомогильника, говорят местные. Но и тогда никаких подтверждений и дальнейших действий не было. Люди продолжали свободно покупать здесь участки и строиться. Тут же куча вот всяких садовых участков. Сейчас люди опасаются, здесь могли быть захоронения с сибирской язвой. И если это подтвердится, то в радиусе километра не должно быть никаких построек. То есть под снос попадает весь Сонар и не только. Исполком был в курсе, что здесь находится скотомогильник. Но, однако, никаких мер, как исполнительная наша власть, также и учредитель данного поселка не предприняли. Они продолжали межевать, продавать. В исполкоме района пояснили, вопрос о захоронениях возник в этом году после заявления самих жителей. После их обращения на территории взяли пробы земли. Выявили скотомогильник, мы тоже не можем сказать. Мы говорим, что просто пока выявлены, согласно проб, полученной ветеринарной службой, там определенные части костей крупного скота. Поэтому, например, мы выехали, я повторюсь, мы выехали туда на основании обращений граждан. На вопрос, если об этом было известно в 2014-м, почему продолжали продавать земли, нам ответили, пока говорить уверенно, что скотомогильник есть нельзя, нужно дождаться результатов проб. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Тукаевский район.